С новостями спорта Дмитрий Вороновлин. Физкульт-привет. Сначала вести из Саратова, где завершился студенческий Кубок России по настольному теннису. Женская сборная Удмуртского госуниверситета в составе Новиковой, Реневой и Гребенкиной заняла там второе место, пропустив вперед себя лишь команду Тюмени, которая уступила в финале со счетом 2-3. Теперь от дзюдо. В Йошкар-Оле на первенстве Приволжья среди юниоров хорошо выступил удмуртский спортсмен Андрей Сурнин. Он в своей весовой категории выиграл серебряную медаль, с чем мы его и поздравляем. А вот в стане ижевской баскетбольной команды «Купол Родники» произошли колоссальные изменения. Уже завтра, после долгого перерыва, они выйдут на домашний паркет, но многих любимчиков ижевская публика уже не увидит. О кадровых перестановках расскажет директор клуба Константин Стародумов. По результатам первого круга стало понятно, что мы в плей-офф не попадаем. Соответственно, кадровые решения по игрокам были приняты, исходя из их пожеланий и из их необходимости пребывания здесь. Владислав Лотарев, Владимир Белов, Григорий Андреев и Виктор Зворыкин. Эти ребята, можно сказать, пошли на повышение. Нашли команды, где еще не все потеряно, и впереди игры на вылет плей-офф. Остались преимущественно местные, которым сейчас придется взрослеть и брать ответственность в свои руки. Сегодня идет попытка вернуть результат, но в первую очередь вернуть коллектив, вернуть сплоченность команды, единый дух командный, командную химию настроить. Константин Стародумов заметно нервничает. Не такой сезон он рисовал в своем воображении еще осенью. Признается, где-то был провал, где еще предстоит выяснить. А пока остались еще игры регулярного чемпионата и битва за место с 12 по 14. Болельщиков мы ждем, как и ждали. Я надеюсь, что будет полный зал на Иркутске, на Новосибирске. И, как всегда, собственно говоря, любим болельщиков, играем для них. Хочу всех заверить, что мы делаем все для того, чтобы порадовать их в ближайшее время. Отметим также, что Валерий Конотопов перестал быть исполняющим обязанности и стал полноправным хед-коучем. Вместе с Сергеем Швыдким ему теперь предстоит работа на перспективу. Но не так все печально в баскетбольном царстве. Подрастающее поколение вселяет оптимизм. Несколько возрастных групп в этом году примут участие в финальных этапах первенства России. Резерв есть, это уже плюс. У хоккеистов Иштали на носу выездные игры. Перед отъездом в Пензу, где завтра сталевары сыграют с местным «Дизелем», в социальных сетях появилось веселое видео о том, с каким настроением ижевчане готовятся к плей-офф. На ледовых тренировках они иногда убирают клюшки, снимают коньки, а вместо шайбы берут футбольный мяч и очень даже неплохо разыгрывают футбольные комбинации. Это на заметку ижевскому «Зениту». В поселке Новые прошли отборочные состязания по хоккею на зимние сельские игры. Участвовало в этом турнире 7 команд. Победу праздновали местные спортсмены. Второе и третье места у сборных Завьяловского и Кесского районов. Они уже точно выступят на сельской олимпиаде в игре в начале марта. А сейчас побываем в Музее спортивной славы города. Его двери вот уже 9 лет открыты для всех, кто хочет познакомиться с историей спорта Удмуртии. За это время экспозиции музея посмотрели уже более 60 тысяч людей. Не стали и мы исключением. Картины, фотографии звезд, их медали и кубки. В музее собрано много интересного материала. Десятки тысяч экспонатов от героев спорта. Многих из них уже нет в живых, а награды остались, как память нашим детям и внукам. Это очень хорошо, это важно, что годы-то идут. И вот уже даже я вижу некоторые черно-белые фотографии, и оказывается, это было. То есть это музей еще и познания спорта. И что до нас-то были люди замечательные, и у нас нет права уступать им, а надо идти дальше вперед. Экспозиция музея постоянно обновляется. Вот олимпийские мишки из личной коллекции Игоря Кочунаева. Их около сотни. А вот чаша Олимпийского огня Сочи 2014. Выставка детских рисунков, на которых можно легко узнать самого Максима Валикжанина. Очень все довольны музеем, особенно дети. Им нравятся наши экспонаты, особенно машины и мотоциклы. То есть они очень этим довольны. Оставляют отзывы, пишут в нашей книге. Также иностранцы посещали наш музей. Вызывает огромный интерес у посетителей и стеллаж с наградами и атрибутикой всемирных студенческих игр, а также медали с чемпионатов Европы и мира паралимпийцев Удмуртии. Велогонщик Арслан Гельмудинов, не сожалея, не раздумывая, принес их в музей. Замечательно сказал, что лучше пусть это будет здесь, в музее, чем пылиться где-то у него дома на полках. А сейчас хранители спортивных ценностей собирают видеоматериал с интервью именитых атлетов и тренеров Ижевска. Есть уже эксклюзив от Валерия Медведцева и Тамары Тихоновой. Так что посещений и записей в журнале отзывов Музея спорта еще прибавится.
Теперь анонс выходных. 13 февраля в спортзале Медакадемии в 5 вечера в рамках национальной суперлиги баскетболисты «Купол Родников» будут принимать клуб «Иркут». В этот же день в зимнем манеже пройдет Кубок Удмуртии по легкой атлетике, а 14-го на комплексе Кулаковой в 12 дня будет дан старт всероссийской массовой акции «Лыжня России». А буквально через пару минут гостями Марины Азябиной будут ректоры 3 ведущих вузов Удмуртии – УДГУ, ИЖГТУ и ИГМА. Вместе с ними она подведет итоги республиканской спартакиады профессорско-преподавательского состава, а также поговорим о развитии спорта в этих учебных заведениях. Все сразу после короткой рекламы.